Равномерное движение по окружности характеризуется следующими параметрами. Линейной скоростью, которая определяется как путь, деленное на как отношение пути ко времени. Угловая скорость равна, обозначается омега, равна отношению угла поворота ко времени поворота. Угол поворота измеряется в радианах, время в секундах. То есть единица измерения угловой скорости радиан в секунду. Так, еще раз угловая скорость. Угловая скорость равна отношению угла поворота радиуса, соединяющего материальную точку с центром окружности, ко времени поворота. Так, значит, если точка движется по траектории, которая является окружностью, вот центр окружности, вот этот угол, и точка совершила, значит, перемещение по окружности за время t. Измеряется она в радианах за секунду. Третий параметр – период. Это время одного оборота равно отношению времени вращения к числу полных поворотов. Измеряется в секундах. Частота – это число поворотов в единицу времени. Число полных оборотов в единицу времени. Она является обратной величиной по отношению к периоду. Единица измерения – количество оборотов за секунду. Связь между этими параметрами такова. Я уже говорила, что период является обратной величиной к частоте, и также и обратно. Частота – это обратная величина к периоду. Линейная скорость можно определить как угловая скорость умножить на радиус. То есть угловая скорость это измеряется в радианах, деленное на секунду, умножить на, собственно, этот радиус, то есть 1 радиан. Линейную скорость мы можем определить как произведение угловой скорости на радиус. Угловая скорость измеряется в радиан на секунды, а радианы – это радиус измеряется в метрах, сантиметрах. То есть мы переводим эти радианы в единицу обычную нашу. Метры на секунды получится. Угловая скорость – это полный оборот, 2π – это полная окружность, за время полного оборота. И так как период является обратной величиной частоты, мы можем его и так найти. Также линейную скорость мы можем определить по формуле длина окружности, деленная на время прохождения полного оборота. И опять же заменить период угловой скоростью. При движении по окружности материальная точка постоянно меняет направление. В каждый момент времени
скорость хоть и обладает одним и тем же значением по модулю, но меняет направление. В связи с чем ускорение у нас не постоянно, так как скорость постоянно меняет свое направление. А чтобы нам найти, чему равно ускорение, по определению это изменение скорости за время t, мы в точке 1 вектор скорости имеет такое направление, в точке 2 уже другое направление по касательной к окружности. Чтобы найти разность, переносим вектор первой скорости в точку 2. Вот нам нужно найти разность превращения скорости и v2 минус v1. Если преобразуем его в сумму, получится v2 и сложить превращение и скорость номера первой скорости. То есть мы последовательно вот так соединим. Так, это будет изменение скорости. По формуле ускорение у нас, по определению ускорения, это изменение скорости за время t. Значит, изменение скорости, выведем из этой формулы, это будет произведение ускорения на время. То есть вот это есть, вот этот вектор, он есть произведение ускорения на время. Вот траектория движения материальной точки. Вектор скорости направлен по касательной, совпадает по направлению с касательной и, следовательно, расположен под прямым углом. Через некоторое время t, стремящееся к нулю, берем еще один вектор скорости, чертим. Он также расположен под прямым углом. Центр окружности О, точки, первая точка А, вторая точка Б. Так, и мы получили треугольник ОАБ. Нарисуем эти вектора скорости отдельно. Вот этот вектор и первоначальный вектор точки А. И вот эта точка О штрих. Вот эту точку обозначим Б штрих, Б штрих. И сюда, если перенесем вот этот вектор, он станет А штрих. Вот он, А штрих. Вот это мы рассматривали. Это изменение скорости и произведение ускорения на время. Вот эти два треугольника А, Б, О и А штрих, Б штрих, О штрих подобны, так как прямой угол образуется, здесь тоже прямой угол, и он поворачивается на угол, который равен также этому углу. Это треугольник ОАБ подобен треугольнику О штрих, А штрих, Б штрих.
Так. Они равнобедренные, кроме того, потому что стороны у треугольника ОАБ равны радиусу, вот эти две, а у этого треугольника равны скорости. Запишем это. ОА равен ОБ равен радиусу. О', А' равен О', Б' равно скорости. В этом треугольнике, так как время t стремится к нулю, длина дуги и сторона АБ, их можно считать равными, так как вот этот угол, он небольшой в связи с тем, что время t стремится к нулю. Между двумя этими событиями мало времени. И то есть эти треугольники, из подобия этих треугольников мы выводим, что отношение сторон АБ и A'B' относятся так же, как ОА к О', А'. A'B' у нас равно АТ, а АБ равно скорость умножить на время. АБ это скорость умножить на время, то есть это пройденный путь. Мы вот здесь его приравняли, пройденный путь приравняли к прямому отрезку АБ. О', А' у нас В, ОА радиус. Сокращаем время. Остается у нас ускорение, деленное на скорость, равняется скорость, деленное на время. Отсюда находим ускорение как квадрат скорости, деленное на радиус. Это ускорение называется центростремительным, так как оно направлено к центру окружности. Из ранее рассмотренных формул можно подстановкой выяснить, что также центростремительное ускорение равно квадрату угловой скорости, умноженное на радиус, а также линейной скоростью, произведению линейной скорости на угловую скорость.